Антоний Погорельский. Черная курица или подземные жители. Лет 40 тому назад в Санкт-Петербурге на Васильевском острове в первой линии жил-был содержатель мужского пансиона, который еще и до сих пор, вероятно, у многих остался в свежей памяти. Хотя дом, где пансион тот помещался, давно уже уступил место другому, нисколько не похожему на прежний. В то время Петербург наш уже славился в целой Европе своей красотою, хотя и далеко еще не был таким, каков теперь. Тогда на проспектах Васильевского острова не было веселых тенистых аллей. Деревянные подмостки, часто из гнилых досок сколоченные, заступали место нынешних прекрасных тротуаров. Исаакиевский мост, узкий в то время и неровный, совсем иной представлял вид, нежели как теперь. Да и самая площадь Исаакиевская вовсе не такова была. Тогда монумент Петра Великого от Исаакиевской церкви отделен был канавою. Адмиралтейство не было обсажено деревьями. Манеж конногвардейский не украшал площади прекрасным нынешним фасадом. Одним словом, Петербург тогдашний не то был, что теперешний. Города перед людьми имеют, между прочим, то преимущество, что они иногда с летами становятся красивее. Впрочем, не о том теперь идет дело. В другой раз и при другом случае я, может быть, поговорю с вами пространнее о переменах, происшедших в Петербурге в течение моего века. Теперь же обратимся опять к пансиону, который лет 40 тому назад находился на Васильевском острове в первой линии. Дом, которого теперь, как уже вам сказывал, вы не найдете, был о 2 этажах, крытый голландскими черепицами. Крыльцо, по которому в него входили, было деревянное и выдавалось на улицу. Из сеней довольно крутая лестница вела в верхнее жилье, состоявшее из 8 или 9 комнат, в которых с одной стороны жил содержатель пансиона, а с другой были классы. Дортуары или спальные комнаты детей находились в нижнем этаже, по правую сторону сеней, а по левую жили 2 старушки, голландки, из которых каждой было более 100 лет и которые собственными глазами видали Петра Великого и даже с ним говаривали. В числе 30 или 40 детей, обучавшихся в том пансионе, находился один мальчик по имени Алеша, которому тогда было не более 9 или 10 лет. Родители его, жившие далеко-далеко от Петербурга, года за 2 перед тем привезли его в столицу, отдали в пансион и возвратились домой, заплатив учителю условленную плату за несколько лет вперед. Алеша был мальчик умненький, миленький, учился хорошо, и все его любили и ласкали. Однако, несмотря на то, ему часто скучно бывало в пансионе, а иногда даже и грустно. Особливо сначала он никак не мог приучиться к мысли, что он разлучен с родными своими, но потом мало-помалу он стал привыкать к своему положению, и бывали даже минуты, когда, играя с товарищами, он думал, что в пансионе гораздо веселее, нежели в родительском доме. Вообще, дни учения для него проходили скоро и приятно, но когда наставала суббота, и все товарищи его спешили домой к родным, тогда Алеша горько чувствовал свое одиночество. По воскресеньям и праздникам он весь день оставался один, и тогда единственным утешением его было чтение книг, которые учитель позволял ему брать из небольшой своей библиотеки. Учитель был родом немец, а в то время в немецкой литературе господствовала мода на рыцарские романы и на волшебные повести, и библиотека, которую пользовался наш Алеша, большую частью состояла из книг всего рода. Я забыл сказать вам, что к дому этому принадлежал довольно просторный двор,
отделенный от переулка деревянным забором из барочных досок. Ворота и калитка, кои вели в переулок, всегда были заперты, и потому Алёше никогда не удавалось побывать в этом переулке, который сильно возбуждал его любопытство. Всякий раз, когда позволяли ему в часы отдыха играть на дворе, первое движение его было подбегать к забору. Тут он становился на цыпочки и пристально смотрел в круглые дырочки, которыми усеян был забор. Алёша не знал, что дырочки эти происходили от деревянных гвоздей, которыми прежде сколочены были барки, и ему казалось, что какая-нибудь добрая волшебница нарочно для него провертела эти дырочки. Он все ожидал, что когда-нибудь эта волшебница явится в переулке и сквозь дырочку подаст ему игрушку или талисман, или письмецо от папеньки или маменьки, от которых не получал он давно уже никакого известия. Но, к крайнему его сожалению, не являлся никто, даже похожий на волшебницу. Другое занятие Алёши состояло в том, чтобы кормить курочек, которые жили около забора, в нарочно для них выстроенном домике и целый день играли и бегали на дворе. Алёша очень коротко с ними познакомился, всех знал по имени, разнимал их драки, а забияк наказывал тем, что иногда несколько дней сряду не давал им ничего от крошек, которые всегда после обеда и ужина он собирал со скатерти. Между курами он особенно любил одну черную хохлатую, названную Чернушкою. Чернушка была к нему ласковее других. Она даже иногда позволяла себе гладить, и потому Алёша лучшие кусочки приносил ей. Она была нрава тихого, редко прохаживалась с другими и, казалось, любила Алёшу более, нежели подруг своих. Однажды это было во время зимних вакаций. День был прекрасный и необыкновенно теплый, не более 3 или 4 градусов мороза. Алёше позволили поиграть на дворе. В тот день учитель и жена его в больших были хлопотах. Они давали обед директору училищ, и еще накануне с утра до позднего вечера везде в доме мыли полы, вытирали пыль, вощили красного дерева столы и комоды. В продолжение всех этих забот Алёшу нашего совсем забыли, и он тем воспользовался, чтобы на просторе играть на дворе. По обыкновению своему он подошел сначала к дощатому забору и долго смотрел в дырочку. Но и в этот день никто почти не проходил по переулку, и он со вздохом обратился к любезным своим курочкам. Не успел он присесть на бревно и только что начал манить их к себе, как вдруг увидел подле себя кухарку с большим ножом. Алёше никогда не нравилась эта кухарка. Сердитая, брончливая, но с тех пор, как он заметил, что она-то и была причиной, что от времени до времени уменьшались число его курочек, он еще менее стал ее любить. Когда же однажды нечаянно увидел он в кухне одного хорошенького, очень любимого им петушка, повешенного за ноги с перерезанным горлом, то возымел он к ней ужас и отвращение. Увидев ее теперь с ножом, он тотчас догадался, что это значит, и, чувствуя с горестью, что он не в силах помочь своим друзьям, вскочил и побежал далеко прочь. «Алёша, Алёша, помоги мне поймать курицу!» – кричала кухарка. Но Алёша принялся бежать еще пуще, спрятался у забора за курятником и сам не замечал, как слезки одна за другою выкатывались из его глаз и упадали на землю. Довольно долго стоял он у курятника, и сердце в нем сильно билось, между тем, как кухарка бегала по двору, то манила курочек цап-цап-цап, то бранила их. Вдруг сердце у Алёши еще сильнее забилось. Ему послышался голос любимой его Чернушки. Она кудахтала самым отчаянным образом, и ему показалось, что она кричит: «Кудах, кудах, кудуху! Алёша, спаси Чернуху! Кудуху, кудуху! Чернуху, чернуху!» Алёша никак не мог долей оставаться на своем месте. Он, громко всхлипывая, побежал к кухарке и бросился к ней на шею в ту самую минуту, как она поймала его Чернушку за крыло.
«Любезная, милая, Тринушка!» – вскричал он, обливая слезами. «Пожалуйста, не тронь мою чернуху!» Алеша так неожиданно бросился на шею кухарке, что она упустила из рук чернушку, которая, воспользовавшись этим, от страха взлетела на кровлю сарая и там продолжала кудахтать. Но Алёше теперь слышалось, будто она дразнит кухарку и кричит: «Кудах, кудах, кудуху, не поймала ты чернуху, кудуху, кудуху, чернуху, чернуху». Между тем кухарка вне себя была от досады и хотела бежать к учителю, но Алеша не допустил ее. Он прицепился к полам ее платья и так умильно стал просить, что она остановилась. «Душенька, Тринушка, — говорил он, — ты такая хорошенькая, чистенькая, добренькая, пожалуйста, оставь мою чернушку, вот посмотри, что я тебе подарю, если ты будешь добра». Алеша вынул из кармана империал, составлявший все его имение, который берег он пуще глаза своего, потому что это был подарок доброй его бабушки. Кухарка взглянула на золотую монету, окинула взором окошки дома, чтобы удостовериться, что никто их не видит, и протянула руку за империалом. Алёше очень жаль было империала, но он вспомнил о чернушке и с твердостью отдал драгоценный подарок. Таким образом, чернушка спасена была от жестокой и неминуемой смерти. Лишь только кухарка удалилась в дом, чернушка слетела с кровли и подбежала к Алёше. Она как будто знала, что он ее избавитель, кружилась около него, хлопала крыльями и кудахтала веселым голосом. Все утро она ходила за ним по двору, как собачка, и казалось, будто хочет что-то сказать ему, да не может. По крайней мере, он никак не мог разобрать ее кудахтанье. Алеша поспешно надел свою красную бекешу на беличьем меху и зеленую бархатную шапочку с собольем околышком и побежал к забору. Когда он туда прибыл, курочки начали уже собираться на ночлег, и сонные не очень обрадовались принесенным крошкам. Одна чернушка, казалось, не чувствовала охоту ко сну. Она весело к нему прибежала, захлопала крыльями и опять начала кудахтать. Алеша долго с ней играл. Наконец, когда сделалось темно и настала пора идти домой, он сам затворил курятник, удостоверившись наперед, что любезная его курочка уселась на шесте. Когда он выходил из курятника, ему показалось, что глаза у чернушки светятся в темноте, как звездочки. И так она тихонько ему говорит: «Алеша, Алеша, останься со мною». Алеша возвратился в дом и весь вечер просидел один в классных комнатах, между тем, как на другой половине часу до 11 пробыли гости. Прежде, нежели они разъехались, Алеша пошел в нижний этаж, в спальню, разделся, лег в постель и потушил огонь. Долго не мог он заснуть. Наконец сон его преодолел, и он только что успел во сне разговориться с чернушкой, как, к сожалению, пробужден был шумом разъезжающихся гостей. Немного погодя, учитель, провожавший директора со свечкою, вошел к нему в комнату, посмотрел, все ли в порядке, и вышел вон, замкнув дверь ключом. Ночь была месячная, и сквозь ставни, неплотно затворившиеся, упадал в комнату бледный луч луны. Алеша лежал с открытыми глазами и долго слушал, как в верхнем жилье над его головою ходили по комнатам и приводили в порядок стулья и столы. Наконец все утихло. Он взглянул на стоявшую подле него кровать, немного освещенную месячным сиянием, и заметил, что белая простыня, висящая почти до полу, легко шевелилась. Он пристально стал всматриваться. Ему послышалось, будто что-то под кроватью царапается, и им немного погодя показалось, что кто-то тихим голосом зовет его: «Алеша! Алеша!» Алеша испугался. Он один был в комнате, и ему тотчас пришло на мысль, что под кроватью должен быть вор. Но потом, рассудив, что вор не называл бы его по имени, он несколько ободрился, хотя сердце в нем дрожало. Он немного приподнялся в постели и еще яснее увидел, что просто не шевелится, еще внятнее услышал, что кто-то говорит: «Алеша, Алеша!» Вдруг белая простыня приподнялась, и из-под нее вышла черная курица.
«Ах, это ты, Чернушка!» – невольно вскричал Алёша. «Как ты зашла сюда?» Чернушка захлопала крыльями, взлетела к нему на кровать и сказала человеческим голосом: «Это я, Алёша. Ты не боишься меня, не правда ли?» «Зачем я буду тебя бояться?» – отвечал он. «Я тебя люблю. Только для меня странно, что ты так хорошо говоришь. Я совсем не знал, что ты говорить умеешь». «Если ты меня не боишься, – продолжала курица, – так поди за мною, одевайся скорее». «Какая ты, Чернушка, смешная!» – сказал Алёша. «Как мне можно одеться в темноте? Я платье своего теперь не сыщу. Я и тебя на силу вижу». «Постараюсь этому помочь», – сказала курочка. Тут она закудахтала странным голосом. Вдруг откуда ни взялись маленькие свечки в серебряных шандалах, не больше как с Алёшин маленький пальчик. Шандалы эти очутились на полу, на стульях, на окнах, даже на рукомойнике, и в комнате сделалось так светло, как будто днем. Алёша начал одеваться, а курочка подавала ему платье, и таким образом он скоро совсем был одет. Когда Алёша был готов, Чернушка опять закудахтала, и все свечки исчезли. «Иди за мною», – сказала она ему. И он смело последовал за нею. Из глаз ее выходили как будто лучи, которые освещали все вокруг них, хотя не так ярко, как маленькие свечки. Они прошли через переднюю. «Дверь заперта ключом», – сказал Алёша. Но курочка ему не отвечала, она хлопнула крыльями, и дверь сама собой отворилась. Потом, пройдя через сени, обратились они к комнатам, где жили столетние старушки-голландки. Алёша никогда у них не бывал, но слыхал, что комнаты у них убраны по-старинному, что у одной из них большой серый попугай, а у другой серая кошка, очень умная, которая умеет прыгать через обруч и подавать лапку. Ему давно хотелось все это видеть, потому он очень обрадовался, когда курочка опять хлопнула крыльями, и дверь в покое старушек отворилась. Алёша в первой комнате увидел всякого рода старинную мебель. Резные стулья, кресла, столы и комоды. Большая лежанка была из голландских изразцов, на которых нарисованы были синие муравые люди и звери. Алёша хотел было остановиться, чтобы рассмотреть мебель, а особливо фигуры на лежанке, но Чернушка ему не позволила. Они вошли во вторую комнату, и тут-то Алёша обрадовался. В прекрасной золотой клетке сидел большой серый попугай с красным хвостом. Алёша тотчас хотел подбежать к нему. Чернушка опять его не допустила. «Не трогай здесь ничего», — сказала она, — «берегись разбудить старушек». Тут только Алёша заметил, что подле попугая стояла кровать с белыми кисейными занавесками, сквозь которые он мог различить старушку, лежащую с закрытыми глазами. Она показалась ему как будто восковая. В другом углу стояла такая же точно кровать, где спала другая старушка, а подле нее сидела серая кошка и умывалась передними лапами. Проходя мимо нее, Алёша не мог утерпеть, чтоб не попросить у нее лапки. Вдруг она громко замяукала, попугай нахохлился и начал громко кричать: «Дурак! Дурак!». В то самое время видно было сквозь кисейные занавески, что старушки приподнялись с постели. Чернушка поспешно удалилась, Алёша побежал за нею. Дверь вслед за ними сильно захлопнулась, и еще долго слышно было, как попугай кричал: «Дурак! Дурак!». «Как тебе не стыдно», — сказала Чернушка, когда они удалились от комнат старушек. «Ты верно разбудила рыцарей». «Каких рыцарей?» — спросил Алёша. «Ты увидишь», — отвечала курочка. «Не бойся, однако ж. Ничего, иди за мною смело». Они спустились вниз по лестнице, как будто в погреб, и долго-долго шли по разным переходам и коридорам, которых прежде Алёша никогда не видывал. Иногда коридоры так были низки и узки, что Алёша принужден был нагибаться. Вдруг вошли они в залу, освещенную 3 большими хрустальными люстрами. Зала была без окошек, и по обеим сторонам висели на стенах рыцари в блестящих латах с большими перьями на шлемах, с копьями, щитами в железных руках. Чернушка шла вперед на цыпочках, и Алёше велела следовать за собою тихонько-тихонько. В
конце залы была большая дверь из светлой желтой меди. Лишь только они подошли к ней, как соскочили со стен два рыцаря, ударили копьями об щиты и бросились на черную курицу. Чернушка подняла хохол, распустила крылья, вдруг сделалась большая-большая выше рыцарей и начала с ними сражаться. Рыцари сильно на нее наступали, а она защищалась с крыльями и носом. Алёше сделалось страшно, сердце в нем сильно затрепетало, и он упал в обморок. Когда пришел он опять в себя, солнце сквозь ставни освещало комнату, и он лежал в своей постели. Не видно было ни чернушки, ни рыцарей. Алёша долго не мог опомниться. Он не понимал, что с ним было ночью. Во сне или все это видел, или в самом деле это происходило. Он оделся и пошел наверх, но у него не выходило из головы виденное им в прошлую ночь. С нетерпением ожидал он минуты, когда можно ему будет идти играть на двор. Но весь тот день, как нарочно, шел сильный снег, и нельзя было и подумать, чтобы выйти из дому. За обедом учительша, между прочими разговорами, объявила мужу, что черная курица непонятно куда спряталась. Впрочем, прибавила она, беда невелика. Если бы она и пропала, она давно назначена была на кухню. Вообрази себе, душенька, что с тех пор, как она у нас в доме, она не снесла ни одного яичка. Алёша чуть-чуть не заплакал, хотя и пришло ему на мысль, что лучше, чтобы ее нигде не находили, нежели чтобы попали она на кухню. После обеда Алёша остался опять один в классных комнатах. Он беспрестанно думал о том, что происходило в прошедшую ночь, и не мог никак утешиться в потере любезной Чернушки. Иногда ему казалось, что он непременно должен ее увидеть в следующую ночь, несмотря на то, что она пропала из курятника. Но потом ему казалось, что это дело несбыточное, и он опять погружался в печаль. Настало время ложиться спать, и Алёша с нетерпением разделся и лег в постель. Не успел он взглянуть на соседнюю кровать, опять освещенную тихим лунным сиянием, как зашевелилась белая простыня, точно так, как накануне, и опять послышался ему голос, его зовущий: «Алёша, Алёша!» И немного погодя вышла из-под кровати Чернушка и взлетела к нему на постель. «Ах, здравствуй, Чернушка!» – вскричал он вне себя от радости. «Я боялся, что никогда тебя не увижу. Здорова ли ты?» «Здорово», – отвечала курочка, – «но чуть было не занемогла по твоей милости». «Как это, Чернушка?» – спросил Алёша, испугавшись. «Ты добрый мальчик», – продолжала курочка, – «но при том ты ветрен и никогда не слушаешься с первого слова, а это нехорошо. Вчера я говорила тебе, чтобы ты ничего не трогал в комнатах старушек, несмотря на то, что ты не мог теперь, чтобы не попросить у кошки лапку. Кошка разбудила попугая, попугай старушек, старушки рыцарей, и я на силу с ними сладила». «Виновата, любезная Чернушка. Вперед не буду. Пожалуйста, поведи меня сегодня опять туда. Ты увидишь, что я буду послушна». «Хорошо», — сказала курочка, — «увидим». Курочка закудахтала, как накануне. В те же маленькие свечки явились в тех же серебряных шандалах. Алёша опять оделся и пошел за курицей. Опять вошли они в покои старушек, но в этот раз он уже ни до чего не дотрагивался. Немного погодя вошли они в другую залу, пространную, но невысокую, так что Алёша мог достать рукою до потолка. Зала эта освещена была такими же маленькими свечками, какие он видел в своей комнате, но шандалы были не серебряные, а золотые. Тут Чернушка оставила Алёшу. Оставшись один, Алёша со вниманием стал рассматривать залу, которая очень богато была убрана. Ему показалось, что стены сделаны из мрамора, какой он видел в минеральном кабинете, имеющемся в пансионе. Панели и двери были из чистого золота. В конце залы под зеленым балдахином на возвышенном месте стояли кресла из золота. Алёша очень любовался этим убранством, но странным показалось ему, что все это было в самом маленьком виде, как будто для небольших кукол.
Между тем, как он с любопытством все рассматривал, отворилась боковая дверь, прежде им незамеченная, и вошло множество маленьких людей, ростом не более как с поларшина, в нарядных разноцветных платьях. Вид их был важен, иные по одеянию казались военными, другие гражданскими чиновниками. На всех были круглые с перьями шляпы наподобие испанских. Они не замечали Алеши, прохаживали чинно по комнатам и громко между собою говорили. Но он не мог понять, что они говорили. Долго смотрел он на них молча и только что хотел подойти к одному из них с вопросом, как отворилась большая дверь в конце залы. Все замолкли, стали к стенам два ряда и сняли шляпы. В одно мгновение комната сделалась еще светлее, все маленькие свечки еще ярче загорелись, и Алеша увидел 20 маленьких рыцарей в золотых латах с пунцовыми на шлемах перьями, которые попарно входили тихим маршем. Потом в глубоком молчании стали они по обеим сторонам кресел. Немного погодя вошел в залу человек с величественной осанкою, на голове свинцом блестящим драгоценными камнями. На нем была светло-зеленая мантия, подбитая мышьим мехом, с длинным шлейфом, который несли 20 маленьких пажей в пунцовых платьях. Алеша тотчас догадался, что это должен быть король. Он низко ему поклонился, король отвечал на поклон его весьма ласково и сел в золотые кресла. Потом что-то приказал одному из стоявших подле него рыцарей, который, подойдя к Алёше, объявил ему, чтобы он приблизился к креслам. Алёша повиновался. «Мне давно было известно, — сказал король, — что ты добрый мальчик, но третьего дня ты оказал великую услугу моему народу, и за то заслуживаешь награду. Мой главный министр донес мне, что ты спас его от неизбежной жестокой смерти». «Когда?» — спросил Алеша с удивлением. «Третьего дня на дворе, — ответил король, — вот тот, который обязан тебе жизнью». Алеша взглянул на того, на которого указывал король, и тут только заметил, что между придворными стоял маленький человек, одетый весь в черное. На голове у него была особенного рода шапка малинового цвета, наверху с зубчиками, надетая немного на бок, а на шее белый платок, очень накрахмаленный, отчего оказался он немного синеватым. Он умильно улыбался, глядя на Алешу, которому лицо его показалось знакомым, хотя не мог он вспомнить, где его видел. Сколь до Алеши не было лестно, что приписывали ему такой благородный поступок, но он любил правду и потому, сделав низкий поклон, сказал: «Господин король, я не могу принять на свой счет того, чего никогда не делал. Третьего дня я имел счастье избавить от смерти не министра вашего, а черную нашу курицу, которую не любила кухарка за то, что не слезла она ни одного яйца». «Что ты говоришь?» – прервал его с гневом король. «Мой министр не курица, а заслуженный чиновник». Тут подошел министр ближе, и Алеша увидел, что в самом деле это была его любезная чернушка. Он очень обрадовался и попросил у короля извинения, хотя никак не мог понять, что это значит. «Скажи мне, чего ты желаешь, — продолжал король, — если я в силах, то непременно исполню твое требование». «Говори смело, Алеша, — шепнул ему на ухо министр. Алеша задумался и не знал, что пожелать. Если бы дали ему более времени, то он, может быть, и придумал бы что-нибудь хорошенькое, но... А так как ему казалось неучтивым заставить дожидаться короля, то он поспешил с ответом. «Я бы желал, — сказал он, — чтобы, не учившись, я всегда знал урок свой, какой мне не задали». «Не думал я, что ты такой ленивец, — отвечал король, покачав головою, — но делать нечего, я должен исполнить свое обещание». Он махнул рукою, и паж поднес золотое блюдо, на котором лежало одно конопляное семечко. «Возьми это семечко, — сказал король, — пока оно будет у тебя, ты всегда знать будешь урок свой.
какой бы тебе ни задали, с тем, однако, с условием, что ты ни под каким предлогом никому не сказывал ни одного слова о том, что ты здесь видел и впредь увидишь. Малейшая нескромность лишит тебя навсегда наших милостей, а нам наделает множество хлопот и неприятностей. Алеша взял конопляное зерно, завернул в бумажку и положил в карман, обещаясь быть молчаливым и скромным. Король после того встал с кресел и тем же порядком вышел из залы, приказал прежде министру угостить Алешу как можно лучше. Лишь только король удалился, как окружили Алешу все придворные и начали его всячески ласкать, изъявляя признательность свою за то, что он избавил министра. Они все предлагали ему свои услуги. Одни спрашивали, не хочет ли он погулять в саду или посмотреть королевский зверинец. Другие приглашали его на охоту. Алеша не знал, на что решиться. Наконец министр объявил, что сам будет показывать подземные редкости дорогому гостю. Сначала он повел его в сад. Дорожки усеяны были крупными разноцветными камешками, отражавшими свет от бесчисленных маленьких ламп, которыми увешаны были деревья. Этот блеск чрезвычайно понравился Алёше. «Камни эти, — сказал министр, — у нас называются драгоценными. Это все бриллианты, яхонты, изумруды и аметисты». «Ах, когда бы у нас этим усыпаны были дорожки! — вскричал Алёша. «Тогда и у вас бы они также были малоценными, как здесь», — отвечал министр. Деревья также показались Алёше отменно красивыми, хотя притом очень странными. Они были разного цвета: красные, зеленые, коричневые, белые, голубые, лиловые. Когда посмотрел он на них со вниманием, то увидел, что это не что иное, как разного рода мох, только выше и толще обыкновенного. Министр рассказал ему, что мох этот выписан королем за большие деньги из дальних стран, из самой глубины земного шара. Из сада пошли они в зверинец. Там показали Алёше диких зверей, которые привязаны были на золотых цепях. Всматриваясь внимательнее, он к удивлению своему увидел, что дикие эти звери были не что иное, как большие крысы, кроты, хорьки и подобные им звери, живущие в земле и под полами. Ему это очень показалось смешно, но он из учтивости не сказал ни слова. Возвратившись из комнаты после прогулки, Алеша в большой зале нашел накрытый стол, на котором расставлены были разного рода конфеты, пироги, паштеты и фрукты. Блюда все были из чистого золота, а бутылки и стаканы выточены из цельных бриллиантов, яхонтов и изумрудов. «Кушай что угодно, — сказал министр, — с собой уже брать ничего не позволяется». Алеша в тот день хорошо поужинал, и потому ему вовсе не хотелось кушать. «Вы обещали взять меня с собой на охоту, — сказал он. «Очень хорошо, — отвечал министр. Я думаю, что лошади уже оседланы». Тут он свистнул, и вошли конюхи, ведущие в поводах палочки, у которых набалдашники были резной работой и представляли лошадиные головы. Министр с большой ловкостью вскочил на свою лошадь, а Алёше подвели палку гораздо более других. «Берегись, — сказал министр, — чтоб лошадь тебя не сбросила, она не из самых смирных». Алеша внутренне смеялся этому, но когда он взял палку между ног, то увидел, что совет министра был не бесполезен. Палка начала под ним увертываться, как настоящая лошадь, и он на силу мог усидеть. Между тем затрубили врага, и охотники пустились скакать во всю прыть по разным переходам и коридорам. Долго они так скакали, и Алеша от них не отставал, хотя с трудом мог сдерживать бешеную палку свою. Вдруг из одного бокового коридора выскочило несколько крыс, таких больших, каких Алеша никогда не видывал. Они хотели пробежать мимо, но когда министр приказал их окружить, то они остановились и начали защищаться храбро. Несмотря, однако, на то, они были побеждены мужеством и искусством охотников. 8 крыс легли на месте, 3 обратились в бегство, а одну, довольно тяжело раненую, министр велел вылечить и отвезти в зверинец. По окончании охоты Алеша так устал, что глазки его невольно закрывались. При всем том ему хотелось обо многом поговорить с Чернушкою.
и он попросил позволения возвратиться в залу, из которой они выехали на охоту. Министр на то согласился. Большою рысью поехали они назад и по прибытии в залу отдали лошадей, раскланялись с придворными и охотниками и сели друг подле друга на принесенные им стулья. «Скажи, пожалуйста, — начал Алеша, — зачем вы убили бедных крыс, которые вас не беспокоят и живут так далеко от вашего жилища?» «Если б мы их не истребляли, — сказал министр, — то они вскоре бы нас выгнали из комнат наших и истребили бы все наши скрытые запасы. К тому же мышьи и крысьи меха у нас в высокой цене по причине их легкости и мягкости. Одним знатным особам дозволено их у нас употреблять». «Да, расскажи мне, пожалуйста, кто вы таковы?» – продолжал Алеша. «Неужели ты никогда не слыхал, что под землей живет народ наш?» – отвечал министр. «Правда, немногим удается нас видеть, однако бывали примеры, особливо в старину, что мы выходили на свет и показывались людям. Теперь это редко случается, потому что люди сделались очень нескромны, а у нас существует закон, что если тот, кому мы показались, не сохранит этого в тайне, то мы принуждены будем немедленно оставить место пребывания наше и идти далеко-далеко в другие страны. Ты легко представить себе можешь, что королю нашему не весело было бы оставить все здешние заведения и с целым народом переселиться в неизвестные земли. И потому убедительно тебя прошу быть как можно скромнее. В противном случае ты нас всех сделаешь несчастными, а особливо меня. Из благодарности я упросил короля призвать тебя сюда, но он никогда мне не простит, что по твоей нескромности мы принуждены будем оставить этот край. «Я даю тебе честное слово, что никогда не буду ни с кем об вас говорить», – прервал его Алеша. «Я теперь вспомнил, что читал в одной книжке о гномах, которые живут под землею. Пишут, что в некотором городе очень разбогател один сапожник в самое короткое время, так, что никто не понимал, откуда взялось его богатство. Наконец, как-то узнали, что он шил сапоги и башмаки на гномов, плативших ему за то очень дорого». «Быть может, что это правда, — отвечал министр, — но, — сказал ему Алеша, — объясни мне, любезно, Чернушка, отчего ты, будучи министром, являешься в свет в виде курицы, и какую связь имеете вы со старушками-голландками?» Чернушка, желая удовлетворить его любопытство, начала было рассказывать ему подробно о многом, но при самом начале ее рассказа глаза Алешины закрылись, и он крепко заснул. Проснувшись на другое утро, он лежал в своей постели. Долго не мог он опомниться и не знал, что ему думать. Чернушка и министр, король и рыцари, голландки и крысы – все это смешалось в его голове, и он на силу мысленно привел в порядок все, виденное им в прошлую ночь. Вспомнив, что король ему подарил конопляное зерно, он поспешно бросился к своему платью и действительно нашел в кармане бумажку, в которой завернуто было конопляное семечко. «Увидим, — подумал он, — сдержит ли слово свое король. Завтра начнутся классы, а я еще не успел выучить всех своих уроков». Исторический урок особенно его беспокоил. Ему задано было выучить наизусть несколько страниц из всемирной истории, а он не знал еще ни одного слова. Настал понедельник, съехались пансионеры и начались уроки. От 10 часов до 12 преподавал историю сам содержатель пансиона. У Алеши сильно било сердце. Пока дошла до него очередь, он несколько раз ощупывал лежащую в кармане бумажку с конопляным зернышком. Наконец его вызвали. С трепетом подошел он к учителю, открыл рот, сам еще не зная, что сказать, и безошибочно, не останавливаясь, проговорил заданное. Учитель очень его хвалил, однако Алеша не принимал его хвалу с тем удовольствием, которое прежде чувствовал он в подобных случаях. Внутренний голос его говорил, что он не заслуживает этой похвалы, потому что урок этот не стоит ему никакого труда. В
В продолжение нескольких недель учителя не могли нахвалиться Алешею. Все уроки без исключения знал он совершенно, все переводы с одного языка на другой были без ошибок так, что не могли надивиться чрезвычайным его успехом. Алеша внутренне стыдился этих похвал, ему совестно было, что ставили его в пример товарищам, тогда как он вовсе того не заслуживал. Между тем слух о необыкновенных его способностях разнесся вскоре по целому Петербургу. Сам директор училищ приезжал несколько раз в пансион и любовался Алешею. Учитель носил его на руках, ибо через него пансион вошел в славу. Со всех концов города съезжались родители и приставали к нему, чтобы он детей их принял к себе, в надежде, что и они такие же будут ученые, как Алеша. Вскоре пансион так наполнился, что не было уже места для новых пансионеров, и учитель с учительшею начали помышлять о том, чтобы нанять дом гораздо просторнее того, в котором они жили. Алеша, как сказал я уже выше, сначала стыдился похвал, чувствуя, что вовсе их не заслуживает, но мало-помалу он стал к ним привыкать, и, наконец, самолюбие его дошло до того, что он принимал не краснее похвалы, которым его осыпали. Он много стал о себе думать, важничал перед другими мальчиками и вообразил себе, что он гораздо лучше и умнее всех их. Нрав Алешин от этого совсем испортился. Из доброго, милого и скромного мальчика он сделался гордым и непослушным. Однажды учитель, не зная, что с ним делать, задал ему выучить наизусть страниц 20 к другому уроку и надеялся, что он, по крайней мере, в этот день будет смирнее. Куда? Наш Алеша и не думал об уроке. В этот день он нарочно шалил более обыкновенного, и учитель тщетно грозил ему наказанием, если на другое утро не будет он знать урока. Алеша внутренне смеялся этим угрозам, будучи уверен, что конопляное семечко поможет ему непременно. На следующий день в назначенный час учитель взял в руки книжку, из которой задан был урок Алёше, подозвал его к себе и велел проговорить заданное. Все дети с любопытством обратили на Алёшу внимание, и сам учитель не знал, что подумать, когда Алёша, несмотря на то, что вовсе накануне не твердил урока, смело встал со скамейки и подошел к нему. Алеша немало не сомневался в том, что и в этот раз ему удастся показать свою необыкновенную способность. Он раскрыл рот и не мог выговорить ни слова. «Что же вы молчите?» – сказал ему учитель. «Говорите урок». Алеша покраснел, потом побледнел, опять покраснел, начал мять свои руки, слезы у него от страха навернулись на глазах. Все тщетно. Он не мог выговорить ни одного слова, потому что, надеясь на конопляное зерно, он даже и не заглядывал в книгу. «Что это значит, Алеша?» – закричал учитель. «Почему вы не хотите говорить?» Алеша сам не знал, чему приписать такую странность, всунул руку в карман, чтобы нащупать семечко. Но как описать его отчаяние, когда он его не нашел? Слезы градом полились из глаз его, он горько плакал и все-таки не мог сказать ни слова. Между тем учитель терял терпение. Привыкнув к тому, что Алеша всегда отвечал безошибочно, и не запинаясь, ему казалось невозможным, что он не знал, по крайней мере, начала урока, и потому приписал молчание его упрямству. «Пойдите в спальню», — сказал он, — «и оставайтесь там, пока совершенно будете знать урок». Алешу отвели в нижний этаж, дали ему книгу и заперли дверь ключом. Лишь только он остался один, как начал везде искать конопляное зернышко. Он долго шарил у себя в карманах, ползал по полу, смотрел под кроватью, перебирал одеяло, подушки, простыню. Все напрасно. Нигде не было и следов любезного зернышка. Он старался вспомнить, где он мог его потерять, и, наконец, уверился, что выронил его как-нибудь накануне, играя во дворе. Но каким образом найти его? Он заперт был в комнате, а если бы и позволили выйти во двор, так и это, вероятно, ни к чему бы не послужило, ибо он знал, что корочки лакомы на коноплю,
и зернышко его, которое-нибудь из них успело склевать. Отчаявшись отыскать его, он вздумал призвать к себе на помощь Чернушку. «Милый Чернушка, — говорил он, — любезный министр, пожалуйста, явись мне и дай другое зернышко. Я, право, вперед буду осторожнее». Но никто не отвечал на его просьбы, и он, наконец, сел на стул и опять принялся горько плакать. Между тем настала пора обедать, дверь отворилась, и вошел учитель. «Знаете ли вы теперь урок?» – спросил он у Алеши. Алеша, громко всхлипывая, принужден был сказать, что не знает. «Ну так оставайтесь здесь, пока выучите», – сказал учитель. Велел подать ему стакан воды и кусок ржаного хлеба и оставил его опять одного. Алеша стал твердить наизусть, но ничего не входило ему в голову. Он давно отвык от занятий, да и как вытвердить 20 печатных страниц? Сколько ни трудился, сколько ни напрягал свою память, но когда настал вечер, он знал не более 2 или 3 страниц, да и то плохо. Когда пришло время другим детям ложиться спать, все товарищи его разом нагрянули в комнату, и с ними пришел опять учитель. «Алеша, знаете ли вы урок?» – спросил он. И бедный Алеша сквозь слезы отвечал: «Знаю, только 2 страницы». «Так, видно, и завтра придется вам просидеть здесь на хлебе и на воде», – сказал учитель, пожелал другим детям покойного сна и удалился. Алеша остался с товарищами. Тогда, когда он был добрым и скромным, все его любили, и если бывало подвергался он наказанию, то все о нем жалели, и это ему служило утешением. Но теперь никто не обращал на него внимания, все с презрением на него смотрели и не говорили с ним ни слова. Он решился сам начать разговор с одним мальчиком, с которым в прежнее время был очень дружен, но тот от него отворотился, не отвечая. Алеша обратился к другому, но и тот говорить с ним не хотел, и даже оттолкнув его от себя, когда он опять с ним заговорил. Тут несчастный Алеша почувствовал, что он заслуживает такое с ним обхождение товарищей. Обливая слезами, лег он в свою постель, но никак не мог заснуть. Долго лежал он таким образом и с горестью вспомнил о минувших счастливых днях. Все дети уже наслаждались сладким сном, один только он заснуть не мог. «И Чернушка меня оставила», — подумал Алеша, и слезы вновь полились у него из глаз. Вдруг простыня у соседней кровати зашевелилась, подобно как в первый тот день, когда к нему явилась черная курица. Сердце в нем стало биться сильнее. Он желал, чтобы Чернушка вышла опять из-под кровати, но не смел надеяться, что желание его исполнится. «Чернушка, Чернушка!» — сказал он наконец вполголоса. Простыня приподнялась, и к нему на постель взлетела черная курица. «Ах, Чернушка!» — сказал Алеша, вне себя от радости. «Я не смел надеяться, что с тобой вижусь. Ты меня не забыла?» «Нет», — отвечала она, — «я не могу забыть оказанной тобой услуги, хотя тот Алеша, который спас меня от смерти, вовсе не похож на него, которого теперь перед собою вижу. Ты тогда был добрый мальчик, скромный и учтивый, и все тебя любили, а теперь я не узнаю тебя». Алеша громко заплакала, а Чернушка продолжала давать ему наставления. Долго она с ним разговаривала и со слезами упрашивала его исправиться. Наконец, когда уже начинал показываться дневной свет, курочка ему сказала: «Теперь я должна тебя оставить, Алеша. Вот конопляное зерно, которое выронил ты на дворе. Напрасно ты думал, что потерял его невозвратно. Король наш слишком великодушен, чтобы лишить тебя этого дара за твою неосторожность. Помни, однако, что ты дал честное слово сохранить в тайне все, что тебе о нас известно. Алеша, к теперешним худым свойствам твоим не прибавь еще худшего – неблагодарности». Алеша с восхищением взял любезное свое семечко из лапы курицы и обещался употребить все свои силы, чтобы справиться. «Ты увидишь, милая Чернушка, — сказал он, — что я сегодня же совсем другой буду». «Не полагай, — отвечала Чернушка, — что так и легко исправиться от пороков, когда они уже взяли над нами верх. Пороки обыкновенно входят в дверь, а выходят в щелочку. И потому, если хочешь исправиться,
то должен беспрестанно и строго смотреть за собою. Но прощай, пора нам расстаться». Алеша, оставшись один, начал рассматривать свое зернышко и не мог им налюбоваться. Теперь-то он совершенно спокоен был насчет урока, и вчерашнее горе не оставило в нем никаких следов. Он с радостью думал о том, как будто все удивлятся, когда он безошибочно проговорит 20 страниц, и мысль, что он опять возьмет верх над товарищами, которые не хотели с ним говорить, ласкало его самолюбие. Об исправлении самого себя он хотя и не забыл, но думал, что это не может быть так трудно, как говорила Чернушка. «Будто не от меня зависит исправиться», — мыслил он. «Стоит только захотеть, и все опять меня любить будут». Увы, бедный Алеша не знал, что для исправления самого себя необходимо начать тем, чтобы откинуть самолюбие и излишнюю самонадеянность. Когда поутру собрались дети в классы, Алешу позвали наверх, он вошел с веселым торжествующим видом. «Знаете ли вы урок наш?» – спросил учитель, взглянув на него строго. «Знаю», – отвечал Алеша смело. Он начал говорить и проговорил все 20 страниц без малейшей ошибки и остановки. Учитель был вне себя от удивления, а Алеша гордо посматривал на своих товарищей. От глаз учителя не скрылся гордый вид Алешин. «Вы знаете урок свой», — сказал он ему. «Это правда, но зачем вы вчера не хотели его сказать?» «Вчера я не знал его», — отвечал Алеша. «Быть не может», — прервал его учитель. «Вчера вечеру вы мне сказали, что знаете только 2 страницы. Да и то плохо. А теперь без ошибки проговорили все 20. Когда же вы его выучили?» Алеша замолчал. Наконец, дрожащим голосом сказал он: «Я выучил его сегодня поутру». Но тут вдруг все дети, огорченные его надменностью, закричали в один голос: «Он неправду говорит, он и книги в руки не брал сегодня поутру». Алеша вздрогнул, потупил глаза в землю и не сказал ни слова. «Отвечайте же», — продолжал учитель, — «когда выучили вы урок?» Но Алеша не прерывал молчания. Он так поражен был этим неожиданным вопросом и недоброжелательством, который оказывал ему все его товарищи, что не мог опомниться. Между тем учитель, полагая, что он накануне не хотел отвечать урока из упрямства, счел за нужное строго наказать его. «Чем более вы от природы имеете способности и дарований, — сказал он Алёше, — тем скромнее и послушнее вы должны быть. Не для того дан вам ум, чтобы вы во зло его употребляли. Вы заслуживаете наказания за вчерашнее упрямство, а сегодня вы еще увеличили вину вашему тему, что солгали. Господа, — продолжал учитель, обращаясь к пансионерам, — запрещаю всем вам говорить с Алешей до тех пор, пока он совершенно исправится. А так как, вероятно, для него это небольшое наказание, то велите подать розги». Принесли розги. Алеша был в отчаянии. Впервые еще с тех пор, как существовал пансион, наказывали розгами. И кого же? Алешу, который так много о себе думал, который считал себя лучше и умнее всех. Какой стыд! Он, рыдая, бросился к учителю и обещал совершенно исправиться. «Надо было думать об этом прежде», — был его ответ. Слезы и раскаяние Алеши тронули товарищей, и они начали просить за него, а Алеша, чувствуя, что не заслужил их сострадания, еще горше стал плакать. Наконец учитель сжалился. «Хорошо, — сказал он, — я прошу вас ради просьбы товарищей ваших, но с тем, что вы пред всеми признались в вашей вине и объявили, когда вы выучили заданный урок». Алеша совершенно потерял голову. Он забыл обещания, данные подземному королю, его министру, и начал рассказывать о черной курице, о рыцарях, о маленьких людях. Учитель не дал ему договорить. «Как?» – вскричал он с гневом. «Вместо того, чтобы раскаяться в дурном поведении вашем, вы меня еще вздумали дурачить, рассказывая сказку о черной курице? Это слишком уже много. Нет, дети, вы видите сами, что его нельзя не наказать».
и бедного Алешу высекли. С поникшей головою, с растерзанным сердцем Алеша пошел в нижний этаж спальной комнаты. Он был как убитый. Стыд и раскаяние наполняли его душу. Когда через несколько часов он немного успокоился и положил руку в карман, конопляного зернышка в нем не было. Алеша горько заплакал, чувствуя, что потерял его невозвратно. Вечеру, когда другие дети пришли спать, он тоже лег в постель, но заснуть никак не мог. Как раскаивался он в дурном поведении своем. Он решительно принял намерение исправиться, хотя чувствовал, что конопляное зернышко возвратить невозможно. Около полуночи пошевелилась опять простыня у соседней кровати. Алеша, который накануне этому радовался, теперь закрыл глаза, он боялся увидеть чернушку. Совесть его мучила. Он вспомнил, что еще вчера так уверительно говорил чернушке, что непременно исправится, и вместо того, что он ей теперь скажет. Несколько времени лежал он с закрытыми глазами, ему слышался шорох от поднимающейся простыни, кто-то подошел к его кровати, и знакомый голос назвал его по имени. «Алеша, Алеша!» Но он стыдился открыть глаза, и между тем слезы из них катились и текли по его щекам. Вдруг кто-то дернул за одеяло. Алеша невольно взглянул, перед ним стояла чернушка, не в виде курицы, а в черном платье, в малиновой шапочке с зубчиками и в белом накрахмаленном шейном платке, точно как он видел ее в подземной зале. «Алеша, — сказал министр, — я вижу, что ты не спишь. Прощай, я пришел с тобою проститься. Более мы не увидимся». Алеша горько зарыдал. «Прощай, — воскликнул он, — прощай, и если можешь, прости меня. Я знаю, что виноват перед тобою, но я жестоко за то наказан». «Алеша, — сказал сквозь слезы министр, — я тебя прощаю. Не могу забыть, что ты спас жизнь мою, и все тебя люблю, хотя ты сделал меня несчастным, может быть, навеки. Прощай. Мне позволено видеться с тобою на самое короткое время. Еще в течение нынешней ночи король целым народом своим должен переселиться далеко-далеко от здешних мест. Все в отчаянии, все проливают слезы. Мы несколько столетий жили здесь, так счастливо, так покойно». Алеша бросился целовать маленькие ручки министра. Схватив его за руку, он увидел на ней что-то блестящее, и в то же самое время какой-то необыкновенный звук поразил его слух. «Что это такое?» – спросил он с изумлением. Министр поднял обе руки кверху, и Алеша увидел, что они были скованы золотой цепью. Он ужаснулся. «Твоя нескромность причиною, что я осужден носить эти цепи», – сказал министр с глубоким вздохом. «Но не плачь, Алеша, твои слезы помочь мне не могут. Одним только ты можешь меня утешить в своем несчастье. Старайся исправить и будь опять таким же добрым мальчиком, как был прежде. Прощай в последний раз». Министр пожал Алёше руку и скрылся под соседнюю кроватью. «Чернушка, Чернушка!» — кричал ему вслед Алёша, но Чернушка не отвечала. Во всю ночь не мог он сомкнуть глаз ни на минуту. За час перед рассветом послышалось ему, что под полом что-то шумит. Он встал с постели, приложил к полу ухо и долго слышал стук маленьких колес и шум, как будто множество маленьких людей проходило. Между шумом этим слышен был также плач женщин и детей и голос министра Чернушки, который кричал ему: «Прощай, Алеша, прощай навеки». На другой день поутру дети, проснувшись, увидели Алешу, лежащего на полу без памяти. Его подняли, положили в постель и послали за доктором, который объявил, что у него сильная горячка. Недель через 6 Алеша выздоровел
и все происходившее с ним перед болезнью казалось ему тяжелым сном. Ни учитель, ни товарищи не напоминали ему ни слова ни о черной курице, ни о наказании, которому он подвергся. Алеша же сам стыдился об этом говорить и старался быть послушным, добрым, скромным и прилежным. Все его снова полюбили, стали ласкать, и он сделался примером для своих товарищей, хотя уже и не мог выучить наизусть 20 печатных страниц, вдруг которых, впрочем, ему и не задавали.